Никто ведь никогда не задумывался, почему Горький написал свою «Старуху Изергиль», сидя всю ночь на Айпетре с пастухом, крымским татарином, у него получая все эти данные. Крымский татарин-пастух что, мог русский язык знать? Нет, конечно. Зато Горький знал татарский язык, потому что он родился в Самаре, Поволжье, это татарлардың юртыда. Он знал, наверное, казанско-татарский язык, и ему татарский язык был понятен. Я Бекиров Шевки Абдураманович. Это фамилия, имя моего деда. На самом деле моя фамилия Карабаха Балич. Потому что до революции родовые фамилии существовали в Крыму. После революции упразднили все это дело, и было очень опасно иметь родовую фамилию. Вот так вот мы стали Бекировыми. Бекиров, как у русских Ивановы. Родился я в Судаке в 1936 году. Отец мой был агрономом, мама учительница. Они образованные люди были. Когда началась война, нам пришлось бежать с Судака. И мама привезла нас в Хорбек, гнездо моего рода по маме, Баличей. Ну, Баличи были богатые люди все. Вот это вот заповедник Алуштинский принадлежал Мустафе Баличу. Это от Космодемьянского монастыря до Хорбека. Огромная территория. Есть фотокарточка Мустафы Балича, который пьет шампанское фужерами с императором. Наверное, Александр II был, потому что он больше всех хорошо относился к крымским татарам. И, видно, он подарил, это Мустафа Балич, дед моего деда. Вот. И эти земли перешли моему деду, тоже Мустафе Баличу, потому что Мустафа Балич был самый многодетный из Баличей. Он умер в 39 лет, и уже было 9 детей. У меня две профессии. Первая моя профессия – техник-механик широкого профиля по эксплуатации и ремонтов автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и трудоемких процессов животноводства. Я техникум механизации сельского хозяйства в Коканде кончал. В тот год я поступил заочно в ирригационный институт. И летом поступил в медицинский институт. Где-то до 3-го курса я учился параллельно в 2 институтах. Заочно в ирригационном, очно в Ташкентском мединституте. И когда я на 3-м курсе уже начал оперировать, я уже бросил ирригационный институт, уже переключился полностью на медицину. Медик, был педиатрический факультет, кончил, работал в районе. Потом меня перевели главным заместителем главного педиатра Ферганской области, Фергану. Когда работал в Фергане, я кандидатскую одну сделал, апробировал ее в Москве, в 3-м Московском мединституте. Но эту работу я не смог защититься, потому что в то время нам, татарам, не разрешали. Надо было персональное разрешение министра здравоохранения, чтобы меня в Цыковской больнице там разрешили защищаться. Но этого я не мог добиться, сделать. Потом, когда я пришел в институт онкологии, директор института мне говорит: а как вы смотрите, Шевки Абдурахманович, насчет того, чтобы заниматься наукой? Я говорю: Нариман Кадырович, и положил на стол ему переплетенные 4 диссертации. Я говорю: вот апробированная с допуском на защиту кандидатская диссертация. Говорю, вот я ее не смог защитить. Если вот так вот делать, говорю, зачем мне эта наука нужна? Всегда чувствую. Всегда. Мы, крымские татары и евреи,
были в одной упряжке. Нас на лечебный факультет крымских татар не принимали. Из лечебных факультетов был педиатрический факультет, куда мы могли поступить. И там были евреи и крымские татары. Вот. Поэтому мне очень много ребят, друзей, евреев, которые в Америке, в Израиле. Вот они, может быть, многие из них умерли. А так мы знали, и они знали, что мы идем по статье 6, и евреи. Партию нас не принимали, в институты не принимали, а аспирантуру у нас, наш татар, вообще не принимали. И потом не принимали. Вот я никакой аспирантуры, ординатуры не кончал. Я работал врачом простым и делал работу. Ну, пробивались, понимаешь, при любом случае пробивались. Когда стал зам по хирургии медицинского института, я знал, что осведомители все время были. Вот. И потом мне уже сказали, что несколько раз мои документы подавали на отличника здравоохранения, и каждый раз вычеркивали меня. Потом секретарь парторганизации говорит, и тебя вычеркивают из-за того, что ты крымский татарин. Целеустремленность такая была, знаете, сделать больше, чтобы мог впоследствии помогать своему народу. Даже все, что мы не делали, все, что я не делал, это было направлено на помощь народу. Даже вот я помню в Фергане, когда на свадьбу меня приглашали с женой, я обязательно, мне давали слово. Я говорил, поздравлял, потом пел крымско-татарскую песню какую-нибудь, потом танцевал хайтарма. От денег, которые я получал, шли не музыкантам, а на движение. Это был большой взнос, понимаешь? Эти деньги шли на то, чтобы людей содержать в Москве, отправлять в Москву. Рак – это проблема. Проблема номер один, и оно остается проблемой, потому что, вы знаете, только в прошлом году впервые в истории медицины присвоили Нобелевскую премию 3 ученым-американцам, которые разработали лечение рака. Вот мы, онкологи, знаем где-то около 30 различных форм рака. На самом деле это, я считаю, неправильно. У каждого человека свой рак. И против этого рака человеческого, хозяйского, хозяина, надо вырабатывать штаммы. А для этого нужна большая лаборатория. Вот эти 3 ученые доказали. Лечить рак можно полностью, без хирургии. Но для этого надо уничтожать тот рак, который появился в организме, за счет того, чтобы какой-то другой механизм съедал этот рак. Я всегда говорил, вот мир, то, что дает на войну, 1 день. Все вот, сколько отдается на войну, на вооружение. Деньги, 1 день. Это деньги дали бы онкологам, все вопросы бы решили. Мясо мучное – это очень тяжелая еда. Для того, чтобы мясо мучное есть, надо хорошо физически работать. Вы знаете, что у нас в Крыму до войны полных людей вообще не было. Я не помню, чтобы женщины у нас были толстые, животами. Не было. Но они по горам же ходили. Гугумен, сукетрилерда, ходили. А по горам ходить это не так просто. Были сухощавые, красивые. И мужчины точно такие же были. Обмен был хороший. А сейчас обмен-то маленький, плохой, а еда осталась вся та же. И вот кишечник, он не выдерживает вот этого всего. В кишечнике начинает вырабатываться такой состав, индол называется, который действует на кишечник, вызывая воспаление. А любое воспаление – это предрак. Вот поэтому очень надо много клетчатки кушать, траву кушать, понимаете?
наше поколение очень любим мы фрукты, овощи. А вот детей я беру своих, писмилляет Миллер. Мы с женой, например, без яблока жить не можем. У меня покойный отец говорил, если в доме запах яблока, то там болезни делать нечего. Надо побольше клетчатки кушать, чтобы кишечник хорошо работал. Когда приехал сюда, первый год начал работать, у меня заболели ноги. Отекать начали ноги под Новый год. Закупорка полностью сосудов. Ремзи военный тогда еще жив был, говорит, ты знаешь, здесь все заболевают сосудистыми делами в наши татары. Там же сухой климат в Узбекистане, а здесь влажный. И мне тогда пришлось заняться собой, а надо было постоянно оперировать и скрывать свою болезнь, потому что они злорадствовали все время, как бы меня сломать, понимаешь. И я капал себе капельницу там с гормонами, со всеми делами и пил аспирин. Я до 6 граммов аспирина в день пил. И по сей день я пью аспирин, одну таблетку пью. Это, во-первых, снижает склероз сосудов, а снижение склероза сосудов говорит о твоей интеллектуальной защите. Вот. Так и все, и везде. Просто если что-то такое чувствуешь, надо подумать, как это все предотвратить. Понимаешь, вот если что-то видишь, надо сменить, может быть, режим питания. За образом жизни надо наблюдать. Где-то лет 15 тому назад суставы начали болеть. Я что сделал? У меня, когда дом тот построили, выгребную яму сделали, мне не понравилось это, я еще на 1,5 метра решил углубить. Лестницу поставил, начал ведрами таскать землю. У меня все прошло. И с тех пор я каждый год огород сам копаю. Работать надо, понимаешь? На суставы работать надо физически, понимаешь? Специально заниматься же не будешь, а тут хочешь не хочешь копаешь, хочешь не хочешь он работает. И вот я горя не знаю, у меня суставы, все нормально, нигде ничего не болит. И ноги, и восстановил сосуды, и все, и пульсация хорошая. Человек хозяин своей судьбы. Вы можете отрицать, можете со мной согласиться. Все больные сахарным диабетом, в конце концов, погибают от пневмонии, от воспаления легких. Почему? Потому что организм ослабленный. Значит, сахаром надо заниматься. А чтобы сахарного диабета не было, надо поменьше стрессовых дел, чтобы поджелудочная железа не полетела. И, конечно, ограничивать с самого раннего детства сладкие. Ограничивать надо сладкое. Потребность, конечно, хочется сладкое, все. Ограничивать надо, потому что поджелудочная железа не выдерживает. Вот наши предки, наши родители, они каждый год каким-то образом очищали свой организм. Я помню, английская соль называют его, просто в народе наши, магнезий, да. Вот его пьют и вычищает. Желчь отходит, стул отходит, все это очищается. Айда баркиле мутлахая пайлярда, хартлар. Это профилактика, понимаешь, очищение организма. Кто-нибудь из вас очищает свой организм? Нет, конечно. Потом вот это вот бег и лечение голодом тоже очень хорошо. Это не постоянно надо делать, а иногда вот несколько дней сидеть на посту. Вот когда вот эту религию связывает вот с этими делами, шында мол не ораза вақытта еркес ораза тутай. Yaxşı etip bütün gece aşap çıkaylar, son күндүз ашамайлар. Так ты, религиозные люди как делали? 5 кere намаз. Это же физкультура. Не объедались они,
Это все было умеренно, понимаешь? Зато организм очищался. А эти для того, чтобы похудеть, делают тутайлар ураза. Это, я считаю, это вообще противно мне вот такой вот госбоя маджалах и апсалар. Нехорошо. Конечно, стрессовые дела имеют значение для понимания онкологических больных. Любой стресс это может вызвать не только там инфаркт, но и онкологию. Ведь онкологические клетки у нас у всех есть, понимаете? Они где-то сидят молча. Почему мы говорим о гриппе, там, туда-сюда? Он как бы провоцирует возникновение раковых заболеваний. Основная причина – половая неудовлетворенность, если открытым текстом говорить. Вот этот переезд крымских татар на родину, ведь сколько семей распалось из-за этого. Мужчины должны были приехать сюда, освоиться, создать жилищные условия, а потом приглашать семью. А тут полно было безмужних женщин, с которыми они связались, понимаешь? И получилось, что наши женщины оказались без мужчин, без мужей. Дело в том, что есть такая система. В женском организме вырабатывается фолликулин. Это женский половой гормон. И с годами он все больше и больше вырабатывается. А дезактивируется он мужским половым гормоном, андрогеном, который получает женщина через сперму. Активация фолликулина происходит за счет андрогенов мужских. А если этих андрогенов нету, что делать? И вот начинаются вот эти пролиферативные процессы, возникающие в молочной железе. Узелочек появился, потом тот переродился, а андрогенов все нет и нет. Я знал случаи, когда вот обращались молодые женщины с узелочками в молочной железе, я их просил, чтобы они пригласили мужа, если муж есть. И с мужем у меня был жесткий разговор о том, что он виноват в том, что его жена начинает болеть. Я говорил тоже открытым текстом, говорил, чем ходить где-то на стороне, отдавать свои гормоны кому-то, лучше отдай своей собственной жене, матери твоих детей. И после этого просил через год прийти, показаться. Многие не приходили, потому что это все рассасывалось, исчезало, потому что и семейная жизнь налаживалась. Так получается, что наши ребята, молодые, больше склонны к связям с другими национальностями, потому что они более доступны. А за нашими девушками надо ухаживать, убеждать их. Может быть, поклониться надо, понимаешь? Вот для этого у них не хватает ни времени, ни смелости, ни мужества, ни старания, понимаешь? А я считаю, что вот мое поколение, мы считали, что жена должна быть крымская татарка. И все. Понимаешь? У меня 3 жены было, и все 3 были крымские татарки. И я по сей день говорю, зачем, ребята, столько хороших девушек, длинноногие, красивые. Бери, живи, рожай хороших детей. Рождаемость должна быть большая. Я вот смотрю на этих ребят, религиозников, у них у всех по 3, 4, 5 детей. А смотрю на нашу интеллигенцию богатую, которые в трехэтажных, двухэтажных домах живут, там вообще детского голоса не слышно. Так нельзя. Рождаемость должна быть очень большая, когда большое количество и выбор большой.
Где-то в 1880-х годах население крымских татар в Крыму уменьшилось, по-моему, до 80 тысяч. И тогда Гаспринский обратился к нации, к народу своему, обратился к польским татарам, к литовским татарам, чтобы увеличили рождаемость. Вы можете проверить это. Вот все семьи, которые были до революции, у всех там по 6, 8, 9, 12 детей. Он обратился к нации и говорит, увеличить поголовье надо народа. И клик был его услышан. У нас ведь очень много сейчас в Крыму стало богатых людей. Эти рестораны, они же приносят огромный доход. Ну, сейчас вот с коронавирусом закрыли их, бедных. Но деньги надо использовать для народа. Содержать надо, учить этих детей. За границей надо учить. Надо учить и учить людей. Вот эти денежные мешки, что они не могут частный детсад открыть или частную школу открыть, содержать его. Нужно это делать. Или отправлять учиться молодежь за границу. Это нужно делать. Ведь еврейский народ – это умнейший народ. Они 3000 лет тому назад поняли, что миром правит интеллект и капитал. Возьмите книгу Фейтфангера «Испанская баллада». Первым визиром у халифа был еврей. Он принял мусульманство, но он подпольно ходил в синагогу. Возьмите, почитайте. Это же не... Зато эти евреи субсидировали правителей, королей деньгами. Они были должники этих евреев, понимаешь? И сейчас миром правит капитал. Кто сейчас самый богатый? Евреи. Кто больше всех Нобелевский лауреат? Еврей. Вы можете, что хотите говорить, что нет, не так. На самом деле это так. Я всегда считал и считаю, что социальная вот эта вот сфера, которая направлена против нашего народа и влияет на это. Понимаете, вот в Узбекистане как-то узбекский народ защищал нас. Как-то было, они ближе были. А здесь мы приехали, мы враги, понимаешь? Я слушал иногда разговоры, оказывается, крымская татарка в школе преподает русский язык и литературу. Сен Ещек, она имеет образование, она окончила вуз по факультету языка и литературы. Кто может быть с ней спорить? Я первые годы, когда в автобусе слушал русскую речь, когда правильную речь я слышал, я знал, что это крымские татары. А неправильная речь, я знал, что это местные. У них говор был такой смешанный, как у одесситов, украинский с русским, понимаешь? Мы очень много потеряли в смысле того, что вот мы не могли изучать свой родной язык. В Узбекистане мы говорили на родном языке все, но это был тоже не культурный язык, это был язык кухонный. Мы его выучили, чтобы обращаться от родителей. Пора нашему народу, молодежь, задуматься о том, коли наше поколение вас вернуло сюда, а ваше поколение должно создать государственность крымско-татарскую. А для этого надо учиться. Я приобрел для своих детей родину, все мои дети здесь. Я вместе с народом живу. Я знаю, что много моих друзей, товарищей, докторов наук, профессоров не приехали сюда. Они продолжали жить в Москве, в Питере. Удобно, я бы мог тоже продолжать жить в Ташкенте, был бы академиком сейчас. Но я считаю, я
Я с народом со своим. Я живу здесь, вот, на своей родине. И мне никто не имеет права сказать «Бар йохал озингны, хрымынга». Узбеки так говорили. Иди в свой Крым. Когда им начинали говорить, что нас туда не пускают, они не понимали. А сейчас никто не имеет права мне сказать, потому что это моя родина. Ready.